Инспекция представителей госстандарта проводится с целью выполнения требований по ранее выданным предписаниям, чтобы пресечь нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей и правил торговли. В начале инспекции специалисты проверили все отделы в магазине. В ходе проверки не было выявлено продукции с истекшим сроком годности. Однако были незначительные нарушения в сырном отделе. Дата изготовления и срок годности были указаны на продукции, но на производственной упаковке нет. Я хочу сверить, вот это их стикер, то есть магазина, они клеят, что вот произведен сыр такого-то числа и срок годности выходит там через какой-то промежуток времени. Это их стикер, я хочу с заводским стикером просто сейчас сверить. 7-го вот этот сыр вы получили 27-го. 28-го. В этот же день я его делаю, да. Покажите мне накладную. Ну, накладные не у меня, там у оператора. А у кого? Ну, давайте оператора позовем, пускай накладную покажет. Такая же проблема была и в рыбном отделе. Из-за того, что работники магазина не сохранили упаковку производителя, инспектора не смогли установить, соответствует ли указанный на продукции срок годности заводскому. Рыба в продаже, она замороженная. То есть нам нужно узнать ее срок годности. Опять же, здесь то же самое, что в том холодильнике. Срок годности стоит, магазин его ставит. То есть в день, когда они получили, они отталкиваются, ставят срок годности. У него срок годности 12 месяцев от апреля месяца 2022 года. И опять же заводскую упаковку сейчас будем у них спрашивать, если она у них сохранилась. Но, по-моему, ее нет. Маркировка сделана с администрацией самого магазина. Но у них при этом должно по всей расфасованной продукции у них должны быть коробки, в которых они пришли, чтобы сравнить. Нам нужно установить, правильно, просрочено это или нет, мы не можем утверждать. Когда люди предоставят нам упаковку саму, на которой будет родной срок годности, мы будем сопоставлять это уже непосредственно со сроком годности на этикетке, которая клеится самой администрацией этого магазина. Также были выявлены нарушения в колбасном отделе. На сосисках отсутствовала соответствующая маркировка. Просто хотя бы стикер наклеить, когда у вас скрыта данная. Вы же на развес ее продаете, да. Как любой из этих продуктов. Мы можем, это проблем нет. Стикер, когда он скрыт, чтобы мы хотя бы знали, может он, допустим, вчера был скрыт, может еще 3-3 суток. Ну да, здесь видишь, товарный вид хорошо. Мы это исправим, будем мы просто понимаешь по там ситуации. В дальнейшем у вас уцененка и так далее. У нас это 3 уже уценки, ваши, да. То есть люди это знают, люди приходят и забирают. У меня нету просроченной уценки. Также было проверено соответствие цен на прилавках и у кассы, так как по этому поводу немало жалоб от потребителей. Нарушений выявлено не было. Госстандартом регулируются цены и качество социальных продуктов. При проверке веса белого хлеба в некоторых случаях было зафиксировано отклонение. Мы здесь видим, что он 580 грамм. То есть сейчас надо будет по формуле его перевесить, 10 буханок, вывести общий знаменатель и потом произвести расчет, соответствует цена и вес или нет. Сейчас мы это проведем, и потом, если какие-то вопросы будут, уже только к изготовителю будут вопросы, и в том числе и несут ответственность объект, который реализует по такой цене данный объект, если есть нарушение. В ходе проверки выяснилось, что весы, на которых взвешивали хлеб, не прошли ежегодную госпроверку. Этот факт был зафиксирован. Также в торговом зале не было контрольных весов для потребителей. В таких больших гастрономах должны стоять отдельно весы отдельно для потребителя, чтобы потребитель сам до того, как пришел к кассе, расплатиться за тот или иной продукт, сам мог перевесить и проверить ту или иную продукцию на вес. И эти весы тоже должны проходить госпроверку ежегодно. Затем инспектора проверили склад. Здесь также были выявлены некоторые нарушения. Вот то, что продукты прямо на полу лежат, когда они должны быть на поддоне, или на стеллажах, или на деревянных поддонах. Это такое нарушение тоже. Так, сроки нормально. Температурный режим сохраняется. И санитарное состояние тоже удовлетворительно. Итоги инспекционной проверки в супермаркете «Сухум» подвел начальник отдела потребительского надзора госстандарта Георгий Тарба. Мы проводили здесь в апреле месяце проверки, были выявлены небольшие факты, выдали предписание на устранение. На сегодняшний день ситуация в общем улучшилась. Мы уже на сегодняшний день практически не выявлена просроченная продукция. Есть вопросы опять-таки по маркировке, по ценникам. Не на всех продуктах установлены опять
цены. Мы сейчас еще раз выдадим им предписание и печень немедленно, чтобы они устранили. Даже сегодня эти недостатки. Есть вопросы по весоизмерительным приборам. Мы выяснили, что они не прошли госпроверку 2022 года. Но мы тоже дадим предписание немедленно сегодня же устранить, чтобы уже весы соответствовали. Мы не знаем на сегодняшний день, насколько они, какая у них погрешность при определении веса того или иного товара. В рамках реализации работы по защите прав потребителей Госкомитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору будет проводить плановые инспекции на других объектах. По всем вопросам нарушения прав потребителей можно обратиться по телефонам 222 54 58 777 54 58. Лаура Капш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.